Алкоголизм, наркомания, меры по предупреждению и профилактике дорожно-транспортных правонарушений. Решать острые проблемы социального характера сообща. Сегодня в Доме культуры селения Троицкое представители Министерства внутренних дел, Общественного совета при МВД, местной власти и общественности обсудили все, что беспокоит граждан. Диана Дударова с подробностями. Всех нарушителей законодательства общественного порядка можно привлечь к ответственности и вынести наказание. Однако вопрос этим в корне не решить. Отмечают собравшиеся: наркомания, дорожно-транспортные происшествия и беспредел свадебных кортежей. Явления, которые не помещаются ни в рамки закона, ни морали, ни религии. Однако в списке актуальных проблем на сегодняшний день занимают первые позиции. Продавцы, которые торгуют, зажмите их как надо. Общественность, депутаты, те и другие, взрослые люди. Отлично, давайте, ребята, прекратите. Серьезной угрозой для всего народа стали наркотики. Особую популярность за последние годы набрала аптечная наркомания. Лирика, спайс, тропикамид – средства, которые уничтожают психику, мозг, физическое здоровье и приводят к преждевременной смерти. Увлекается ими, конечно, в большей степени молодежь. Правда, разрушают они не только собственные, но и чужие жизни. Ведь в таком состоянии умудряются садиться за руль. А многие заводят семьи, зная, что болеют, и без угрызения совести губят будущее чужой дочери, сестры. Этой проблемой озабочен каждый из присутствующих здесь. В Доме культуры сельского поселения Троицкое собрались стражи правопорядка, муниципальные власти и представители общественности. Огромные партии сильнодействующих веществ мы начали изымать в канун Нового года. Там порядка, в общей сложности, около 7 миллионов мы перешагнули. По сравнению с прошлым годом количество наркозависимых увеличилось на 39 человек. А бары, как правило, прикрывают собственные родственники. Имамы мечети приняли коллективное решение отлучать от религиозных общин лица, распространяющие наркотики. Они же давно не стесняются приобщать к ним и подростков. Согласно исследованиям, психотропные вещества в среднем начинают употреблять в возрасте 16 лет. Нередки случаи, когда их пробуют уже и 12-летние. Собравшиеся отмечают, что свое начало эти проблемы берут из семьи. А профилактических мероприятий недостаточно, если каждый из родителей не будет заниматься воспитанием своих детей. Мне кажется, по озвученной теме, что самое главное воспитание дома должно быть. В постсоветское время была семья и школа. И сегодня она должна быть. Более того, мне кажется, если это возможно, эти люди, которые занимаются этой молодежь, они должны быть озвучены, кто продает и кто их употребляет. Еще одна беда, которая уносит десятки жизней за год – ДТП. Несмотря на относительно небольшое количество населения, Ингушетия сегодня в лидерах по смертности на дорогах. Самое топовое нарушение ингушских автолюбителей – превышение скоростного режима. Это подтверждает статистика за прошедший год. На территории Назранского района погибло 24 человека, Молгобецкий 25, город Назрань 10, Сунинский район 7 и Карбулак 1 человек. Не меньше безумия и в поездках за невестой. Говорят на встрече о безответственных дрифтерах, которые омрачают своим поведением и халатностью чужие свадьбы. Принятые меры по ограничению количества машин в кортеже, бесконечные призывы пока еще не дают четких результатов. Не имея права на управление, покупают какие-то за 15-20 тысяч транспортные средства, шестерки, семерки, выезжают со свадебным кортежом. Ну куда же смотрят родители? Так не должно быть. Есть даже такие случаи, когда подложные номера. Если законопослушный, порядочный человек, зачем ему нужны подложные номера? У него, значит, какой-то умысл есть. Бесцельная стрельба тоже не утихает. Сотрудники МВД напоминают о необходимости работать с молодежью, призывать их не совершать поступки, которые могут повлечь за собой тяжелые последствия. И подчеркивают, что безответственные стрелки не только нарушают общественный порядок, но и выражают явное неуважение к жителям и гостям республики. Федеральная автомобильная дорога проходит прямо по центру нашей республики. Кто только не ездит по ФАДу. Если бесцельная стрельба кто-то допускает, но проступок совершает единицы, а пятно падает на всю республику.
Общественный совет при МВД Ингушетии такие мероприятия практикует с прошлого года. Они убеждены, что борьба со злом, которая прочно проникла в наше общество и с каждым днем все усерднее губит ингушскую молодежь, требует большего внимания и принятия решительных мер. Мы знаем, сколько семьи разрушается, мы знаем, какие дети рождаются, сколько девочек возвращается обратно после выхода замуж, потому что не знают, за кого выходит замуж. И поэтому мы с болью относимся к этим вопросам. Нас население очень хорошо принимает, понимает, что это действительно больной вопрос. Они рады помочь, чем они могут. Эта встреча не последняя, сообщают представители МВД. В целях сближения позиций общества и правоохранителей по ряду жизненно важных вопросов намерены встречаться с жителями республики еженедельно в различных населенных пунктах. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24.